27 января Санкт-Петербург отметил 71-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады. В этот день по традиции якутяне возложили цветы к монументу «Родина-мать» и почтили память павших воинов. Рассказывает наш собственный корреспондент в северной столице Айсена Бурнашова. 27 января якутская делегация приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу, олицетворяющему скорбящую женщину. Вдоль восточной границы кладбища расположена аллея памяти, где установлены мемориальные плиты городов и регионов России, СНГ и зарубежных стран. Также здесь находится памятная плита «Вечная слава якутянам», защитникам блокадного Ленинграда. Якутия одна из первых установила плиту благодаря Матвею Васильевичу Мучину. Он приложил много усилий, чтобы память наших якутян была увековечена. И только после этого другие регионы стали следовать этому примеру. Поэтому у каждого региона место, где мы можем поклониться своим героям. Стоя возле памятной плиты, ветераны, блокадники, студенты и первые лица постпредства вспомнили о земляках, которые ценой собственной жизни спасли мир от фашизма. 3,5 года все наши защитники и жители города стояли и погибали, не сдавая город. Поэтому я хочу просто приветствовать сегодняшнюю годовщину 1971 года и вспомнить всех тех, кто погиб. Оборона Ленинграда явилась самым ярким примером героизма в истории человечества. Для защиты города было мобилизовано около 1 миллиона жителей, в том числе и обучавшихся здесь якутских студентов из Герценовского университета и театральных вузов Ленинграда. Это очень важный день для нас, студентов, якутян, которые обучаются в Санкт-Петербурге, потому что это день, в котором мы поддерживаем память об этих ужасных днях. Особенно это актуально в наше время, когда история всячески перебирается, то молодое поколение из года в год помнит об этом и чтит память. Битва за Ленинград во время Великой Отечественной войны занимает особое место в мировой военной истории по своей продолжительности, кровопролитию, мужеству и невиданной стойкости, пережитой защитниками блокадного города. Айсена Бурнашова, НВК «Саха», Санкт-Петербург.